Спокойные и покладистые. В хозяйстве у Келиговых несколько пород бычков. Все они неприхотливые. 15 голов крупнорогатого скота Магомед Келигов закупил за пределами республики – из Астрахани и Калмыкии. Оз калмыцкие породы, казахские белоголовые, абердин, ангустия, ашибежинды, красный степной, а специально разные яйца держишь, чтобы посмотреть, какая порода больше мяса будет, у какой породы больше будет мяса, выход мяса. У фермера большой животноводческий опыт. Правила разведения крупнорогатого скота Магомед Келигов освоил еще в детстве. Учился у отца, когда его не стало, уже сам вплотную занялся этим делом. На протяжении 14 лет предприниматель разводит животных. Большим подспорьем для него стала государственная поддержка. Келиговы участвовали в конкурсе на получение субсидий для развития семейных ферм. Так, в ноябре 2021 года выиграли 900 тысяч рублей. На эти деньги они и закупили 15 бычков. Так все зарегистрированы в Волндер, все налоги датилы в Волндер. Первый царь ДЛРС, так они начали рассматривать мои документы, рассмотрели и так выиграть это грант ТЛРС. Хаберка, хажирыч с положением мышти вуз. Хажа, что выделить царство. Докнах моби, здесь развиться дети могут бокать. Это настоящий семейный бизнес. Когда Магомед начинал свое дело, то занимался всем один. А несколько лет назад уже подключились сыновья. Мальчики привыкли к сельскому труду и не боятся трудностей. Тем более папа в долгу не остается. Всегда находит, как отблагодарить. Школе давах лян оқсдуас, чевич папаsun ноксдет ан мишин хокит, хамашец дегатор. Спрос на мясную продукцию в последние годы высокий. За одним бычком в общем ухаживают чуть больше года. Вот и этих животных планируют продать в конце года. Затраты окупаются в двойном объеме, но при этом и вкладываться приходится немало, делится фермер. В сельском хозяйстве иначе никак. Частые осмотры у ветеринара, современная вакцинация и качественный корм. Я купил 10 тонн кукурузы, 10 тонн купил ячменя. Так вот, докупать 20 тонн исайрас, почти куаш лужи, я куаш сейлч, но ел ташдаешь, я цучи, чуапик хамлат укалырчин. Я вычистить полностью, тахма новый, укшер хадянаждер хашдай дезуч. Магомед старается использовать каждый клочок земли. В его распоряжении земля в 20 соток. Сейчас семья строит еще один загон для бычков и домашних птиц, а также место для убоя. Этого тоже не хватает. Дальше вот еще вот такое же помещение вот я вот построил, крышу накрыть. Так, вот эти помещения доделать. Так, трактор надо, тележку надо. Семья Келиговых – одна из 55 участников из Ингушетии, которые получили субсидии для развития семейных ферм. Это половина из тех, кто подал заявки в Министерство сельского хозяйства. Хава Газикова, Мухаммед Белакиев, Новости 24.